понимал, как люди танцуют, отдыхают, там еще что-то, когда здесь происходит такая кровопролитная война, начинается происходить кровопролитная война. Неужели я, язычник, сейчас на православном кладбище погибну? Мне 32 года, я за свою жизнь ни разу не видел море. Да, в горах был, а море так и не видел. Я выехал в Германию, пробовал мирную жизнь пожить месяц. И я понял, ну не могу я оставаться. Бывает такое, что на одного по 5, по 6 штук прилетает, и от него остается, ничего от него не остается. Бережіть себе, синочки. Страх смерти, страх гибели, он всегда присутствует. Если человек не боится смерти, он идиотом считает. Мы на полигон приезжаем, берем полную экипировку. То есть конкретно у меня экипировка сложена уже по задаче, которую я выполняю. Я ее не перекладываю, что с полигона, что не с полигона. То есть, возможно, здесь меньше магазинов. РПС, граната, пистолет, магазины, вот, аптечка, сумка сброса. Особо ничего такого нету, поскольку работаем сейчас по определенной специфике, где много экипировки не надо, главное, чтобы была броня. Также в РПС есть кевлар, от осколков защищает, потому что бывает, что самый маленький РПЛ прилетает в самый неудобный момент. Родился в Минске, как бы рос, по сути, на улице, все время на улице гуляли, то есть ни компьютеров, ничего не было. Постоянно играли, бегали войнушки с пацанами, как бы играли. В деревню ездил, в деревне то же самое, там у меня подвалы постоянно какие-то были, постоянно какие-то дома, ну, тоже постоянно войнушки играли. Я как бы с детства, я не знаю, чувствовал, что ли, что я буду воевать, что я буду на войне. И уже ближе к юности, уже ближе к сознательному возрасту, то есть я начал к этому подходить и был уверен, что мое будущее будет связано с военной службой. Я не знал, где и как это будет, но я был в этом уверен, что будет связано с этим. Школу закончил 9 классов, пошел в лицей. Профессионально-технически, там, как исполнилось 18 лет, забрал документы оттуда и, собственно, ушел в армию. Я уже был знаком, познакомился еще раз уже с будущим моим командиром в армии. Здесь был моим командиром с Пашей Бортом. Ну, вот, срочную службу служил, и после этого хотел на контракт остаться, но на контракт не оставили, поскольку было расформирование батальона, там и очень много нюансов было, из-за которых я не остался на контракте, из-за которых я не мог идти дальше служить в белорусской армии на контракте. То есть мои националистические взгляды и вообще моя политическая позиция, то есть как бы не позволяла мне дальше оставаться в армии служить. По этой дороге, вот по которой мы сейчас едем, русские в начале полномасштабного вторжения пытались прорваться в Николаев. Значит, это дорога между населенными пунктами Лиманы и Александровка. Вот сейчас мы будем подъезжать ближе к Александровке. Это село было на линии фронта. Я еще знал Пашу до службы. Мы были в фанатской группировке, грубо говоря, в одной, да. Но на службе у нас отношения были не очень хорошие. Он был на контракте, там тоже были разные нюансы. А я такой человек, который сложно поддаюсь управлению. Если у меня нет личного авторитета у человека, то есть кто бы он там ни был, я его не буду слушать. Уже после службы, уже когда мы уже так просто с ним сдружились, общались, тоже опять же по военной теме. Я занимался в военно-спортивном клубе, был Волколак такой был, потом Молодой фронт тоже в военно-спортивном клубе был. Мы там уже с ним нормально общались. И уже в 2020 году уже, то есть мы плотно с ним начали хорошо общаться и, грубо говоря, движевать вместе. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Я знал, что начнется война. Я был уверен, что она начнется. Мы обсуждали террор погибший, Паша Борт. Если пацаны выезжали с Европы, им было проще сюда приехать, то мне надо было открывать визу, делать новый паспорт и ехать сюда. Это был вопрос времени, но переломный момент настал тогда, именно когда я узнал о гибели террора. Я работал в ночном клубе в охране. Мне пришло сообщение, что Дима Террор погиб, и все. И у меня настал переломный момент такой, что я больше не мог оставаться в Беларуси, скажем так, по соображениям совести. Мне все стало неприятно, мне все стало противно, я не понимал, как люди танцуют, отдыхают, там еще что-то, когда здесь происходит такая кровопролитная война, начинается происходить кровопролитная война.
Вот. Но и как только была возможность сразу выехать, сделать визу, я сразу же выехал, сделал визу и поехал сюда. Это, получается, в мае 22-го. В апреле я в марте начал делать визу, сделал, и в мае я уже был здесь, в мае уже заключил контракт. Контакт! Кроем! 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 Тренировки по стрельбе проводятся, холостимся, отрабатываем различные упражнения, контакт отрабатываем, развертывание в линию, отход с контакта с линии огня отрабатываем. В принципе, просто одиночную стрельбу, холощение. То есть проводится довольно-таки часто между ротациями, стараемся проводить все время по погоде. Сразу же в полк Куся Клиновского, опять же к Паше Борту, группу разведки к нему приехал. Был в батальоне «Террор». У нас были налеты, сразу как мы пришли, то есть, война другая была. Не было крыльев, было совершенно все по-другому. Мы могли на драйве заскочить в посадку, на драйве там же в этой посадке отстреляться, отколотиться и сразу же улететь обратно. Также был штурм, потом вот после которого меня очень сильно поплавило. Первый штурм, наверное, мой, что мы оказались на кладбище, на старом каком-то кладбище. Нас начали там с танка накрывать, нас начали минометами накрывать. И мы сидели, и я сидел на кладбище и думаю, неужели я, язычник, сейчас на православном кладбище погибну? То есть, это был переломный момент, после которого я хотел уехать. Мне стало страшно свою жизнь, что, как я так, умру сейчас здесь, а вдруг и... Стало страшно свою жизнь, хотел уехать, но потом, опять же, все обдумав, я понял, что я сам сюда шел, всю жизнь сюда шел к этому моменту, чтобы здесь оказаться, чтобы защищать Украину от российской агрессии. На внутренней кухне у них проблемы начались, они разделились. Создался батальон «Литвин». Я пошел в этот батальон «Литвин», сразу должен был быть как командир разведки обучать пацанов, но я не захотел быть командиром разведки, поскольку я не захотел брать просто на себя ответственность за жизни людей. И, то есть, не готов был к этому. Просто был с пацанами, то есть, воевать остался там, в Литвине. Как-то после этой задачи я поехал в горы, я должен был уже уезжать в Польшу. Я поехал в горы, я как-то, не знаю, что ли, на себя со стороны посмотрел. Как будто, знаете, я подумал, что надо играть эту игру дальше. Мне интересно, чем она закончится. И после этого, то есть, страх смерти, страх гибели, то есть, он всегда присутствует. Если человек не боится смерти, он идиот, я считаю. Но я начал к этому относиться, все мы когда-то умрем, да, но... Как и что, это уже дело для каждого. И такого момента, чтобы больше таких страхов, как тогда, больше не было. То есть, да, были штурмы, было понятно, то есть там страшно, опять, всем всегда страшно, но такого, чтобы потом, чтобы меня потом колотило, прям я думал об этом, боялся, такого уже больше не было. То есть я выполнял свою работу, дело, скажем так, дело чести своей. И от этого, в принципе, получал удовольствие, можно даже и так. После этого я выехал в Германию, пробовал мирную жизнь пожить месяц. Я понял, не могу я оставаться, сюда уже приехал. В Украину, опять же, 79-ю бригаду, мне прислали приглашение. И тогда уже со мной связался Андрей Бессмертный. И предложил мне пойти в подразделение к нему. И уже получается 1,5 года я в этом подразделении. И среди всех подразделений, которые я был, это самое для меня... это место, от которого мне не хочется уйти, скажем так. То есть я такой человек ветреный, что если мне где-то что-то не нравится, я оттуда ухожу. А здесь я остаюсь, потому что мне здесь нравится и работа нравится, и отношения нравятся, и профессиональный уровень мой растет, позволяется, и дают мне свободу, которая мне настолько необходима. Поскольку, когда ущемляют мою свободу, я хочу просто собрать свой рюкзачок і куди-нибудь уйти. Приходить ось така верзила, горила, я його пам'ятаю, реально ось таким маленьким. Жит сам по себе, рубаха парень, он відкритий, он вельми своєобразний, он вельми такий, він сложний чоловік, насправді. У нас у підрозділенні головна фраза, і це «будь простей».
Ось все, кто приходят, накрученные, здоровые, сильные, тестостеронные, я кажу, будьте простей, уступайте, притирайтесь один до одного, то есть нам там 1,5 годи ми разом. І він прийшов з військової, вони з бортом там вместе в розвідці, вивідці служили ще в Білорусі. Понятно, що білоруська армія – це шляпа, але він був заточений такий прям під війну, і він красавчик. Смелый, порой даже... Андрюха, отправь меня на штурм. Андрюха, отправь меня на штурм. Я говорю, жить, тормози ты своими штурмами. Ну, ты видишь, как война меняется. Ну что, пойти, слабоумие, отвага и забараниться. У тебя 2 дочки, тебе есть для кого жить. Тим більше, що ви нищите ворога кожен день. Для чого штурм, коли ти планомерно кожен день нищиш ворога? Для чого? Счет на табло. Андрей строгий командир, строгий, требовательный. Есть определенные правила, определенные законы, которые нарушать нельзя у нас в подразделении, поскольку все это будет наказано. Но при этом справедливый, очень гипер даже справедливый. У него есть эта гиперсправедливость, и это радует, и понимающий. Он входит в положение абсолютно каждого человека. Вот опять же, как я говорю, что я свободолюбивый человек, он может где-то войти в это положение и где-то дать мне больше этой свободы, чтобы я чувствовал себя лучше, и чтобы я мотивировал себя дальше работать. Потому что, опять же, когда ущемляют меня, я херово начинаю чувствовать. Поэтому я остаюсь здесь, и среди всех командиров, что у меня были, это самый лучший командир. В том плане, что и понимает, и за ребят заботится, и то есть печется как за собственных детей. Больше. У нас есть на радио дроны, также есть на оптоволокне. То есть позволяют залетать на 30 километров, 30 плюс, выбиваем логистику, выбиваем других пилотов. Аэророзведка нам докладывает и другие пилоты, координаты. И мы уже работаем по пилотам, по логистике или просто по одиночным, не по одиночным, по домам. То есть где что сидят, мы их и убиваем. Сложновато было, потому что, когда ты всю жизнь заточен под оружие, да, я реально 10 лет, то есть я работал с оружием, даже если там где-то страйкбольно был, но все равно. И мелкую моторику потом настроить, это было тяжеловато, конечно, но война движется вперед, и надо двигаться вместе с ней. То есть, потому что ценные кадры, они все равно ценные кадры остаются, и лучше убивать на расстоянии и эффективно, чтобы это было. И если есть больше КПД от БПЛА, от FPV, то тогда лучше, конечно, FPV. Обучение тяжело давалось. Не просто мне. То есть я человек, который за компьютером, в принципе, никогда не сидел, в игры особо не играл. И поэтому мне тяжеловато было джойстиками управлять. Но ничего, все нормально, хорошо получается. Сейчас убиваем. И это радует. Время в позиции выглядит иногда по-разному. И иногда постоянно крутим, постоянно взрывчатку соединяем, постоянно выходим. Постоянно, то есть если это радиоуправляемый дрон, это еще надо, чтобы один человек ретранслятор держал, на улице находился постоянно. То есть постоянно, опять же, сами смотрим за фишкой, чтобы пи***ски не летели дроны. То есть постоянно на шухере, постоянно на движухе на какой-то. Иногда бывает работы меньше, это от погоды зависит. Тогда просто сидим, ждем команды, когда нам работать надо будет. То есть, либо кто-то в интернете, кто я читать люблю, я читаю, такое время провожу. А так в основном работаем все время. Взрывчатку крутим, когда есть свободное время. Или летаем. Оптика по-разному. В зависимости от задачи, что, где и как. Если где-то аккуратненько взлететь в окошечко, посмотреть точечно кого-то или подальше, тогда да, оптика, да. А если дом просто уничтожить, тогда радио. Там можно влетать и... Бывает такое, что на одного по 5-6 штук прилетает, и от него остается... Ничего от него не остается. Было. Лично сказать, что я его не брал, но выводили в плен.
Еще, типа, я его когда встретил, он здоровый такой, огромный был. Я ему говорю, ну что, говорю, московский, говорю, сейчас ты, говорю, умрешь здесь, в этой земле. Он говорит, я не москаль, говорит, хлопцы, я свой, я с Луганска. А мне, как белорусу, это еще как-то, ну, меня еще больше эта агрессия вызвала, поскольку как ты свой, я здесь могу назвать себя своим, потому что я здесь за эту землю воюю, а ты какой ты свой тогда. И тогда у меня было желание просто его обнулить, этого человека. Но я понимаю, что нельзя, и мы его все-таки вывезли. Якщо коли б у мене було багато грошей і забезпечення, то я би побудував і батальйон, і ну, у нас є вже методика, як налаштована методика, як добре вчити людей. Коли ми вже побудували гэта на чому-то маленьким, коли ми були зовсім маленькими, ми растем, до нас ідуть люди, тому що сарафанне радіо працює, білоруси слышать, чують гэта. Хотелось бы донести до людей, до белорусов, которые будут видеть это, чтобы они понимали, что война идет, война не останавливается, и нам нужна поддержка. И как моральная поддержка от белорусов, чтобы не забивали болта, чтобы помнили, что мы здесь находимся, что мы здесь воюем за свободу Украины, и в том числе за свободу Беларуси. Потому что когда Орды не станет, тогда и будет свободная Беларусь. Вот, чтобы помнили, чтобы присоединялись, особенно молодежь, здравомыслящие, которая видит, которая понимает, что происходит, чтобы присоединялись, что война сейчас меняется, никто их на мясо никуда кидать не будет. Сейчас все профессионально на высоком уровне. Но, конечно, нам необходимы машины, ремонт машин необходим. Опять же, те же самые дроны, платы, инициации, все это стоит денег, и все это приходится из своего кармана, либо же, опять же, сборами, донатами их закрывать. Что техника постоянно выводится из строя, ломается, погода такая, что на машине 2 раза съездили, ее уже надо обслужить. Это уже уходит какая-то денежка. Да, на машине откатали 3 месяца боевку, все, машина вышла из строя, нужна новая. Потому что если, конечно, если есть возможности у людей хотя бы по $1, по 50 центов закинуть на баночку, да, для машины, то это было бы идеально. Чем мечтаю? Да, конечно, у всех есть мечты, у меня есть мечты. Есть мечты, есть цели, скажем так. Увидеть что-нибудь. Море, я никогда не видел море. Мне 32 года, я за свою жизнь ни разу не видел море. Да, в горах был, а море так и не видел. То есть черное где-то, ну и то как, это лиман, грубо говоря, то есть и все. Вот, наверное, это главное, ну, не мечта, это как бы, в принципе, я ее увижу в любом случае.